я иногда просто, я надеваю маску, обрабатываю руки, спускаюсь вниз, где стоит моя машина, завожу машину, чтобы было тепленько, и работаю в машине. Хотя моя жилплощадь может позволить мне закрыться где-нибудь у себя в спальне. Но, не знаю, чисто психологически или потому что ты дома. Дом же на всех все-таки как влияет? Ты дома, ты расслабленный, ты чуть-чуть такой весь обмякший. А теперь ты со всей вот этой своей паникой, страхом, кучей дел, просто непонятно за что хвататься, ты упакован как бы в тех обстоятельствах, где ты должен, по идее, расслабляться, как бы это твоя парадигма релакса. А с точки зрения продолжения или поддержания хоть какого-то уровня своей работоспособности, что делать? Вот так спускаться, сидеть в машине, в подъезде, что протирать перила и при этом отвечать на письма, если женщина не в состоянии дома выполнять работу? Я из личного опыта скажу, потому что я очень работающая мама, и у нас очень маленькая квартира. Да. И места, и времени, собственно. Сейчас мне приходится для себя находить. Что я для себя придумала? Первое, для того, чтобы мы могли быстро адаптироваться для перехода из среды в среду для себя. Да. Надевать рабочие тапочки, надевать домашние тапочки. Создавать для себя, ну вот когда мне надо поработать, я могу надеть на себя пиджак. Да ладно. Это сразу же меня структурирует. Да. Это какие-то маленькие ритуалы перехода из зоны в зону. У меня нету своего кабинета. Но когда мне надо уединиться, я всему семейству говорю: чик-чирик, я в домике. Так. Могу поставить будильник, столько-то секунд, столько-то минут или полчаса. Меня нету, я в шапке-невидимке. Но при этом вы остаетесь при них, берете компьютер и работаете. При этом я остаюсь при них. И у нас после дня рождения недавнего были шарики гелевые, надутые гелием. Я просто огораживала свое пространство, нету отдельного кабинета. Я огораживала этими шариками. Можно прочертить линию, хоть мелом. Это помогает вам это или помогает это помогает и им? мне, это помогает другим чувствовать мои границы. Сейчас мы все проходим период адаптации. Ну, например, когда ребенок идет в садик, в школу, на работу, есть период адаптации, мы все адаптируемся. Первые 2 недели мы будем адаптироваться к режиму жизни в карантине. 2 недели. Ну, 1,5-2 недели. У всех разные вхождения в этот период адаптации. И важно дать себе возможность не быть идеальной мамой и все успевать. И это обращение к женщинам. И это обращение ко всем папам. Спасибо вам, Пожалуйста, Светлана. помните, Спасибо. если прямо сейчас вы чего-то не успеваете, если сейчас обострение в отношениях, если сейчас дети ведут себя хуже, это кризис в период адаптации. Подождите эти 1,5-2 недели. На самом деле для всех эти условия нетипичные. И дети сейчас могут реагировать от реагирования тревоги. Они тоже могут реагировать совершенно по-своему. Плюс у нас ограниченная подвижность, для детей это нетипично. Ограничен уровень контактов, для детей это нетипично. В кого они все будут это вкладывать? Конечно, они будут в нас это все выдыхать. И если сейчас в доме крик, и если сейчас все бьют друг друга, и если мы ничего не успеваем, и если нам не хватает терпения, мы просто люди. И это естественно. И важно себе напоминать. Очень важно, чтобы мы не растратили весь запас энергии, я не знаю, сколько мы будем на карантине, в эту ближайшую неделю. Что бы ни происходило, я хорошая мама. Что бы ни происходило, я лучшая мама для своих детей. Мне сейчас постоянно пишут: я плохая мама, я не справляюсь с тем, что происходит. Это естественно, мы живые люди. Мы не можем справиться, мы не можем очень многого проконтролировать, мы учимся. Мы даем своему ребенку научиться таблицу умножения и написать буквы. Нам надо научиться жить в условиях карантина. Пожалуйста, будьте к себе бережны.